Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Selamlarım herkesin kim bizimle birlikte GRT kanalında. İnce Zanat Sızıntısı yarışması Gagauziya'da Regional Resim Galeriyası'nda geçirildi. Angısına katıldılar 3 okulların öğrencileri Komrat, Çadır hem Valkaneş kasabasından. Yarışmayı hazırladı hem geçirdi Kültüra Bakanlığı. Kutlarız hepsi payalanları hem tarayıcıları. Onlar bugün bizim stüdyamıza sabahleyinden geldiler. Selamlarım stüdyamızda Dmitri Savastin adına resim okulunun öğrencileri Maria Marin. Sabah hayır olsun. Afteni Darya. Sabah hayır olsun. Hem de Maria Dimeshka. Hem de üretici Dmitri Savastin adına resim okulunda Vitaliy Manjel. Sabah hayır olsun Vitaliy. Да, sabah hayırlı olsun. Bugünkü günden teşin ben Vitaliy Anatolievich. Üretici gibi. Üretici gibi. Evet, geldik size misafir, anlatma, hangi buraya biz kalkındık. Isterim sorayım nasılsınız? Как настроение, девочки? Замечательно. Как художницы встречают утро нового дня? С искусства. Творческий человек, он всегда видит мир во всем своем многообразии, во всем своем великолепии. И обязательно штрихи, которые он увидит с раннего утра, рассвет красивый, он обязательно нанесет на свои холсты. Так? Ну, да. Утром они просыпаются, sabahına kalkıyorlar. İşte açma gözlerini çıkarıyorlar, telefonu da çıkarıyorlar. En güzel yerleri sonra getiriyorlar ona resim okuluna ve gösteriyorlar. Yeter de cevap buraya güzel isteyin bundan yapma bir resim. Olur mu? Конечно. Darya anlat. Nasıl olur? Yakışar söyle Rusça, hadi biz sesleriz. Как? Если мы, например, что-то увидели, ну, то, что нам понравилось, мы сразу хотим это воплотить на холст, хотим это изобразить. И, конечно, есть определенные темы, которые надо изображать, но также мы можем изобразить что-то свое, что мы увидели, что мы хотим воплотить. И все, что нам нравится, мы стараемся воплотить. Воплотить в своих работах, да. И Мария? С раннего утра мы просыпаемся, всегда встречаем красивые рассветы и фоткаем их всегда. И самые понравившиеся я воплощаю на картинах. Ну, это на самом деле на практике. Мы сейчас как бы не придумаем что-то. На самом деле... Конечно. Ну, невозможно не заметить безумно красивые раскаты, закаты, рассветы. Ну, все это обязательно отражается и на настроении, и на работах, да? Я в школе всегда говорю, девочку видели красивый какой-то сюжет, обязательно сфотографируйте. Мало того, я еще говорю, скидывайте мне, потому что мне самому тоже интересно. Ну и потом с этих исходников мы рисуем, как бы делаем какие-то работы на формате. Это помогает. На самом деле, Маша тоже как бы сказала, что да, лучше на самом деле день начинать именно с искусства. Отлично. Потому что день более позитивный, более легкий. Дальнейшие уже какие-то моменты, шаги, которые в плане общеобразовательной школы или еще чего-то, они уже впоследствии легче будут как бы проходить. Но лучше всего день начинать с позитива, с искусства. Отлично. Девчонки, ну чтобы мы поближе познакомились, и я, и телезрители, мы хотим побольше узнать о вас. Я предлагаю, чтобы каждая сделала такую небольшую презентацию, рассказали, где мы учимся, как давно познакомились с изобразительным искусством, кто ваши педагоги. Давайте. Я познакомилась с искусством еще в детстве, мне очень нравилось рисовать. Мой талант заметили родители, особенно папа и бабушка. Они часто говорили, что у меня хорошо выходит. И мой папа знаком с Виталием Анатольевичем, и он предложил меня записать к нему в художественную школу. Там я обучаюсь уже 3 года, и мои успехи замечают. Я очень рада, что с таких малых шагов, да. Я уже сижу здесь и разговариваю с вами. Ой, а мы как рады, правда, Виталий Анатольевич? Да, здорово. В каком направлении работаешь? Что тебе больше всего нравится? Что изображаешь на своих рисунках? Конечно, больше композиции, какие-нибудь фантастические, с героями, с какой-то историей. Очень нравится изображать комиксы. Я ее, потому что я помню, как она пришла ко мне. Пришла ко мне, реально рисовать она умела хорошо, но пришла со своими какими-то приоритетами в рисовании. Она любила, как это, китайский, японский, что-то, аниме, да? Да. Ну, все с этого начинают. Да, все с этого начинают. И вот мы целый год с ней воевали, чтобы как-то расширить границы нашего понимания. Нам было жестко, но в конце концов она смогла себя пересилить.
начала чувствовать другие пропорции. Söyleyeceğim Gagavuz şeyler biz resim okula bakarız daha çok tradisyonel tarafından gösterme. Biz yaşarız Gagavuzya'da onun için de Gagavuz tarafı. Ama başka halkların da adetlerini bir tarafa bırakmırsınız. Biz Ben onu bırakmıyoruz. biliyorum. Biz ayırmıyoruz. Ben söyleyeceğim bizim yılgı duygularımız gösterme tradisyon tarafından. И вот я перехожу, хочу сказать, что впоследствии все равно уклон у нас в художественной школе, максимальный уклон из всех 3 художественных школ, мы все-таки принципиально делаем плотный уклон на традиции. Именно наш этнические какие-то вопросы, моменты. Ну, это была мечта Дмитрия Сластина. Да, так мы ее и тянем дальше. И вот я вам скажу, что вот Маша, это один пример из тех, когда Машу смогли все-таки заинтересовать, не затянуть в эту, но Ну, она это также влияет, рисует. да. Она также рисует традиционные моменты. Первое время она рисовала аниме в гагаузской одежде, да, Прекрасно. но потихоньку она начала все-таки сужать и делать более правильные пропорции. В общем, и вот дошло до того, что хорошие натюрморты. То есть все получилось так, как он говорит, или все-таки давили? Сказали, нет, Маша, бери. Это возраст. Не взял в своё. стиле Виталия, Ну, да? это в любом случае наши совместные усилия были для роста. Вот, так что как бы это не обсуждается, я так считаю. Но то, что она растет, это однозначно. Та же самая история с Марией, Машей. Мария расскажет о себе. Да, пожалуйста. Изобразительным искусством я занимаюсь уже 6 лет. Во 2 классе мне родители тоже предложили пойти именно в художественную школу. 2 года я шла к моей первой учительнице, Наталье Дмитриевне. И потом как-то мне то ли надоело у нее, то ли как. Мне именно папа предложил пойти к Виталию Ну, Анатольевичу. не думаю, что надоело, я думаю, что просто захотелось, Да, наверное, что-то поменять именно. да, немножечко поменять свое направление, может быть, свой Раньше стиль. Виталия Анатольевича Да. вообще не знала никак. Ну, невозможно Виталия Анатольевича не знать. Она имеет Но, эту видимо, сторону педагогического формата. Мгм. И так тоже. Это- ну, не увлекалась, значит, его творчеством, а теперь, я думаю, что знаете многое, и, да, касаемо Ну, а его её творчества. история- да? Я вообще вам могу рассказать историю любого ученика моего, кого вы мне не поставили. Ну, давайте мы немножечко послушаем. и Я да, сейчас да, добью, хорошо. я должен это высказать. Я насильно Пожалуйста, это да. от себя. Да. А Маша пришла ко мне тоже с характером, со своим характером. Мне Ну, пришлось- бесхарактерных, мне пришлось нам не схитрить, надо. Немножко схитрить. Я вот что для того, чтобы заинтересовать ее более сильно в художку, чтобы она ходила, я подсадил ее на акварель, то есть на технику акварельной живописи. И вот с этого момента она стала проявлять заинтересованность и стала расти в этом плане. А что до этого рисовала? Натюрморты, пейзажи, Натюрморты? да. Но акварели... Ей было скучно, я понимал, Да. что натюрморт как бы специфическое задание, не может не каждому понравиться. Я понял, что если я сейчас ее как-то не, мягко говоря, заинтересую, то есть педагогический метод такой вот сработал. Думаю, ну-ка акварель попробуем. Вот ее понесло, ей понравилось, и вот она как бы уже и в соцсетях выставляет свои работы, уже ну, старательно уже. Тем более очень хорошо, что они растут. Наконец-то до них начинает доходить. Вот. Ну и в процессе она также уже участница выставок, конкурсов. То есть задача своего художественной школы выполняет. Кстати, между прочим, я хочу сказать, что не я один так хорошо работаю. Так хорошо работают у нас абсолютно все. Ну, мы сегодня будем говорить и Да. говорим обо Весь всех спецсостав, педагогах, да, весь потому что спецсостав. результаты налицо. Весь Да. спецсостав. У нас 2 команды участвовали в этом. Мы об этом поговорим. Давайте сейчас еще познакомимся поближе с Дарьей. Дашенька, кто тебя привел в этот прекрасный мир искусства? Я, наверное, начала заниматься искусством лет 6, и мама заметила, я вообще всегда любила рисовать очень, мне покупали очень много альбомов, Что рисовала ты? Ну, чаще всего я, наверное, изображала каких-либо людей. Очень они, конечно, получались у меня странно, но ребенок больше была. И чаще еще мне покупали всякие раскраски, привозили мне. И я очень это все любила. И когда мама решила, что все, ну давай попробуем. И когда я пришла первый день, нам всегда в первый день, когда мы приходим, сказали, Виталий Анатольевич сказал, нарисуй что-то на свою фантазию, первое, что приходит тебе в голову, чтобы я увидел, что ты умеешь. Свобода мыслей. Да. И я тогда, помню, нарисовала пейзаж, там были и море, и пальмы, и песок. Тебе хотелось показать все, что ты можешь? Наверное. Удалось. Да, и потом, уже я учусь 4 года, мне все очень нравится, и
я рада, что продолжаю дальше. Да. Рост у нее тоже есть, хотя она немножко такой с хитрецой чуть-чуть. Ну, здорово, как любая девушка, леди. Она прям с детства у нее, видимо, это где-то внутри. Да, вначале она пришла, даже я помню тот первый рисунок, она солнышко нарисовала в углу. Как я запретил еще так. Первое замечание. Да, первое замечание, когда в углу рисуют солнышко. Я говорю, нет, солнышко не может жить в углу, оно должно быть круглым, оно должно быть. Это я помню. Ну, мы так рисовали с детства, нам просто было легче такой полукруг сделать, потому что это уголок. Нет, ну, это думаю, так. специфика детского такого Мышления, сознания, да. мышления, не знаю. Да, сейчас 4-й курс, она вот людей уже рисует. Вот сегодня даже, ну вот вчера она сдала композицию на тему «Спорт объединяет». Вот, там уже есть хорошие тоже пропорции. Причем специфика моей личной работы – это никогда не рисовать на их работах вместо них. Иногда я могу чуть-чуть подчеркнуть, где уже четко понятно, что она не вытянет. А так они у меня абсолютно все самостоятельные, самодостаточные. Каждая работа у них выполняется своей рукой. То есть я могу помочь, я могу чуть-чуть кое-где откорректировать, но их отпустить вот так вот. Я в каждой из них уверен, я знаю, что они самостоятельно смогут нарисовать. То есть участвовать в любом конкурсе. Уровни разные, но то, что у них есть своя самостоятельность, это даже не обсуждается. Это самое Девчонки, главное. ну это наивысшая оценка преподавателя вот так вот на весь мир, скажем так, да. То есть вот труд, он оправдывает надежды, и девчонки тоже, скажем так, радуют своими работами, своими результатами. Да, я знаю, что ваши работы принимали не раз участие на различных выставках, конкурсах, но сейчас мы поговорим о том, что в Гагаузии проводился квест. Это впервые такое мероприятие, надеемся, что не последнее. И хотела бы, чтобы вы рассказали, как он прошел, какие были этапы, что надо было преодолеть, как нужно было работать так, чтобы стать лучшими, первыми. Пожалуйста, кто расскажет? Давайте, я начну. Давай. У нас было 7 этапов. Мы готовились заранее. У нас есть учитель по истории. Она нас всегда брала. Как ее зовут? Елена Владимировна. Елена Ивановна Филева, да? Да. Здорово. Она за нас очень переживала. Мне кажется, больше, чем мы. Мы были уверены, мы туда шли. У нас команда очень сплоченная была. Мы шли туда только за победой. Это тот случай, когда не только поучаствовать, но и победить. Очень важна работа в командах. Мы слушали друг друга. Даже если это самый был неправильный ответ, мы все равно рассматривали его. И в команде самое главное — слушать друг друга и понимать. Это залог к победе. Какие еще этапы были, что, может быть, было сложное в этом конкурсе, но, тем не менее, вы сделали все возможное, чтобы быть лучшими? Например, был конкурс с пазлами. Было, конечно, очень сложно. Что нужно было собрать? Картину «Бурлаки на Волге» Илья Репина. Пазлов было, конечно, очень много, и мы не сразу смогли сориентироваться, чтобы понять, что да как. Но частично картину собрали, и балл нам засчитали. Также были конкурсы с изображением картины. Мы изобразили тогда натюрморт. Конечно, немного не успели, но нам понравилось очень. Также были несколько сложных заданий на вопросы. Как сказала Маша, нас готовили, но мы ответили. Собрались и ответили. Даша, что тебе понравилось, что было такое незабываемыми моментами, и что, может быть, какие-то, может быть, сложненькие моменты? Ну, нам очень много Которые сложно задавали преодолеть, да. в первых этапах особенно очень разные вопросы, но фишка в том была, что мы вообще не знали, что нам будут задавать, что говорить, что спрашивать. Но ко всему нас готовила Елена Ивановна. Она пыталась нас смотивировать. И правда, огромное ей спасибо, потому что мы пошли туда с огромной мотивацией именно на победу. Потому что больше всего она нам говорила за победой, и Виталий Анатольевич то же самое нас мотивировал. Ну, не за победой, он сказал, справитесь, попробуйте. Верим в вас, да? Я пришел, я не знаю, были вы там или нет, когда в библиотеку зашел, стоят такие все. Ну, конкурс, любой конкурс, он, конечно, волнителен. Мне честное слово, они так стоят. Думают, что я сейчас скажу, там, Буду ругать. туда-сюда. Я говорю, пожалуйста, не уничтожайте их всех остальных, не грубите их.
пожалуйста, не унижайте их. Ну, Знаете, сильно. что они Конечно. наши гости. Постоянитесь к ним лояльно. Коллеги. Выиграйте их тактично, нежно и аккуратно. Стали Ну, смеяться. все готовились, все Ну стремились да, к да, победе, все все, стремились. абсолютно все талантливые ребята. Кстати, жестко. Жестко. И вы, конечно, были настроены прямо. Ну, чуть ли не победим там соседней стороны. Я даже им пожелал, говорю, да, вам удачи. То есть... Ну, преподавательский состав во всех школах замечателен, хорошие педагоги, именитые художники. Geçelim Gagavuş'a Vitali nasıl geçirildi, ne hazırladınız sergiye? Çünkü geçirildi resim galerisinde bu yoğurt edeceğiz hem yarışma. Ben şimdi hızlı göstereceğim ki ben getirdim bizim resimleri. Bu resimleri biz ayırdık. Her türlü uşakların angısında var. Küçük uşak bu Böyle ben çevirin. ben göstereceğim. Emcince gezerler, kola gezerler, ince hıy. Biz de spitten yapılı böyle upravleniyor. Kultura söylemiş yani bize lazım göstermeye tradisyonel bizim taraflarını. Burada manzaralar var. ДПИ, инженерlar, еще декоративно-прикладная композиция. Сейчас söyleyeceğim живописная работа, akademическая живопись. Bu da gösterili her yerde, hepsi manzaralar, hepsi resimlerde gösterili. Nice gagavuzlar burada geçiriyorlar. Nasıl güzel. Da, geçiriyorlar. Koladı, ince geçiriyorlar, heykelleri, her türlü da gösterili böyle. Dilsal biz gösterdik böyle resimleri. Bir de okullar hep getirdiler. Onun için ayırdık. Nice onlar ayırdık. Hem güzel hem iyi manzaralı resimleri. Yeni göstermeye yine ya bizim uşaklar geliyor. Onun için de bu tradisyonel tarafından bu hem büyük duygular angıları devam çekmeli. Sanırım bu ileride doğru böyle olacak. Ulaştı quest. Sanırım son gene olacak. Şarap yortusuna belki tema olsa. Kasım'a Ederleze. Çok yortularımız Biz var. de yortulara da salt ona, ne ona olsun daha yakın bize. Ve o zamandan beri sana biz katılacağız da sanırım gene belki yük olacağız. Bakacağız. Çalışacağız. Güzel resimleri hazırlama adetlerle lazım sizler adetlerimizi bilmeye. Традиции изображены на ваших рисунках, на ваших холстах. Традиции народа Буджака, проживающие здесь, в Гагаузии. Чтобы их отразить красиво и полноценно, ярко, такие, какие они есть на самом деле, нужно хорошо их изучить, знать. Вот занимались ли таким неким исследованием, как проходило, как наряжались, что это было, что есть, да, то есть как ходили дети, взрослые. Я бы хотела вот рассказать немножечко, вот как готовились к этим работам, как их изображали, да, пожалуйста. Ну, я понял, можно Да, я? да, пожалуйста. Вот. Ну, нынешнее поколение знает о этих праздниках, к сожалению, только в соцсетях по рассказам, да? Ну, неправда. Нет, Сейчас в основном- стали нет, возрождать я скажу, традиции. Да, конечно, Да. ну, в основном большая часть, конечно. Но если ходит. они есть на работах, Ходит, их ходит, да, ходит, в работах. конечно, ходит. Ну, мне посчастливилось, мне повезло больше, bana ta çok kısmetli oldum. Ben küçükten bunlar hepsini bilerdim. Biz de. Bir tane giyinerdik daha olsun donmayayım, üşümeyeyim o soğuklarda alardık bir buha. Çekerdik o buhayı da bağırardık nice sersem orada. Kim bilerdi kovaladık, kim bilmezdi. Hep kadovuyla da gezerdik, harmonyalarla. Bunu ben okumadım kağıtlarda, hem bana bunu anlatmadılar. Ben kendim bunu yaşadım, kendim bunu biliyorum. Ve onun için şimdi açacağım bunu resim yapma açacağım var şimdi. Ben onları anlatırım, ben kendim gezerdim. Gezerdi benim dostlarım, bana dert söylerdi gezdim. Onlar da şimdi bunu işitmeklerden. Bizim çoğu biz böyle bekimde yok onlar başına vakıtta gezinmeye böyle. Но onlar bilirler bunun için. То есть традиции они знают, мы рассказываем о них. Вот. Может быть, все-таки, к сожалению, не так много молодежь сейчас ходит. В большей степени ходят люди, которые связаны с музыкой, люди, которые связаны с танцами, да. Но они же приходят к нам в гости, мы же открываем двери, Не мы видим, вопрос. встречаем Да, этих да. гостей. Я Для думаю, что этого- девочки тоже в своих семьях встречали каледующих и видели, как это все Да, даже, красиво даже Сергей и Дмитриевичу кто-то нарядно. пошел, я вот не помню. Кто-то есть из вас, кто пошел? Ну вот, вот, Маша пошли прямо чтобы глубже непосредственно. познать наши Не пошли традиции. Да. непосредственно к Сергею Дмитриевичу домой. Вот, то есть они участницы этих традиций. Она бледла она еще.
Вот. Это, скорее всего, это, наверное, все-таки жизнь. Bu yaşam людей. Peki işçiler. Söyleyeceğim hani kim daha çok büyür ki onların arasında. Sonra onlar çekerler 10 milyar dolar. Как бы, есть желание и самому даже куда-то пройти, покричать, пошуметь. Очень много людей даже в возрасте 60 лет до сих пор тянут это и ходят. И вот это. Organizuют, конечно. Var insanlar kim teklif eder çocukları, kim üreder koladaları, hayhaları. Bu geldi bize evvelden. Biz bunları Bu biliyoruz. destekten böyle yapıldı, yaparız böyle resimleri en ileri doğru çekmeye bizim. Хорошо, что вдохновляет на создание того или иного рисунка, той или иной работы? Что вдохновляет? Как начинается вообще работа? С чего начинается работа? Да, и того или иного, да. Для Рисунок. меня творческий человек всегда видит в чем-то свою красоту, и тут больше играет фантазия. То есть, если есть какие-то понравившиеся сюжеты, ты сразу начинаешь придумывать какую-нибудь картину, обстановку. Но это вдохновляет, и ты начинаешь уже непосредственно систематически творить, и видишь, что это классно, это заряжает энергией. Как помогают родители и преподаватели? Вот, и где больше работы, скажем так, рождаются дома или в школе все-таки? Да. Скорее всего, в школе, но дома тоже. Иногда у меня вообще вдохновение приходит под вечер ночью. Я могу ночью рисовать. Поверь, творческих людей посещает вдохновение, музы именно в это время суток, когда они, наверное, им так кажется, что одни наедине с собой, наедине с этим миром, и, видимо, тогда музы работают, да. Да, меня очень вдохновляет природа. Или я могу увидеть что-то в интернете, и если оно мне сильно понравится, я могу в тот же момент это и изобразить. Вот. Дашенька? Ну, во-первых, все, что мы видим, это нас и правда очень вдохновляет. И, наверное, тоже и правда работает большая фантазия. Ты нарисовал какой-то элемент, тебе сразу приходит другой. И ты сразу, если, например, назвали тему тебе в художественной школе, ты сразу все в голове себе продумываешь, что ты будешь изображать. Или же если ты сам что-то увидел или сам продумал. Вот, например, хочу нарисовать я что-то, например, какой-то пейзаж. Я могу посмотреть в окно, меня это вдохновит что-то, либо даже какая-то птица или какое-то дерево вдохновит, я возьму это и нарисую. Или даже, если я в интернете найду какую-то красивую картинку, я все равно ее хочу изобразить, если мне она понравилась. То есть всегда, если есть желание или фантазия, то всегда получаются красивые работы. Ну, желание и фантазии, я думаю, что у многих девчонок и мальчишек есть. Многие рисуют дома, многие, вот как говорила Мария, что дома занималась, дома там искала какие-то элементики, да, вот вдохновляла китайская культура. Насколько важен педагог, присутствие педагога? Вот известные художники в вашей жизни, да, потому что вы счастливчики, вы общаетесь с необыкновенно талантливыми художниками, которые работают в нашей художественной школе. Но Виталий Анатольевич — это наша опора. У него действительно есть хороший опыт, хорошие навыки в искусстве. И он не против с нами делиться, он рад работать с детьми, даже если приходится Нервничать. хитрость. Да, применять. он тот учитель, у которого ученик не превосходит его. Моя главная задача, чтобы они не просто научились рисовать, но чтобы они были лучше, чем я даже. Вот это для меня большая задача. Потому что, например, по композициям Маша Демешко, она хороша, то есть здесь я могу сказать, что да и в рисунок уже хорошо тянет. По акварели это уже наступает басер топ-класс. Даже тоже там подтягивается, подросла к 4 классу. Ну, дальше посмотрим, как судьба у них сложится. Belazmalı bunlara dayak. Yani dirsal dayak gibi var yazmaları. Biraz bunlara yardım edeyim, onların açısından. Ta da ne kadar pek, ne kadar çok ileri doğru.
Onlar yaşamasa hangisi olacak resimci hangisi olmayacak ama ben bilirim hani naşı onlar burada yürüyenirler bizde. İleride oraya yaşamakta onlara pek yardım olacak. Doğru. Onlar duyacaklar. Garmoniya tarafından bütün yaşamasını kendisi. Söyleyeceğim hani bizim uşaklandılar çıkar resim okulda. Yok onlardan hangisi içinde var kötülük, hangisi var içinde zorluk, yabancılık. Onlar açıklı. Onlar canlı. Onun için söyleyeceğim hani bu pek büyük faydalı. Benim işim onların içine bunu hepsini vermeye onlara. Denirler de onlar yaşamakta işine geçsine daha açık. Ders al ben kendim böyle yaparım. Tabii ki sen söyleyeyim bizde pek çok üretici var. Anglar düşünürler hep öylece benziyor. Biz kemerkeye oturuyoruz. Hepsimiz çıkıyoruz slaytına. İnce tay olsun. Onlar büyüsünler. Bizim taraftan biz bakarız bir saat onlar olsun. Resimci lazım profesyonel tarafından. Biz düşüneceğiz onlardan insan da olsun. Açıklı, duyguları olsun, pak. Bu bizim işimiz. Doğru yoldan gidiyoruz. Geçeceğiz bu yarışma yangısını geçirdi Kültüra Bakanlığı. Gerçekten güzel bir niyet birleştirme uşakları 3 kasabadan, onlar da değil sadece 3 kasabadan çünkü köylerden de gelirler okullara. Siz nasıl bulursunuz bu niyeti, bu hazırlanmakları nasıl geçirildi bu yarışma? Ben söyleyeceğim hani yapılı İslah orada, kahve orada. Onlar yapmışlar öyle uşaklara da orada konfor tarafından silah oldu. Sıkılmadı bir kimse onlardan. Bizim biliyorsa Çençike'de bir yarışma, uşaklar çıkıyor, sıkılma olsa da biraz hissetme kendini. Geldiler oturdular, çeketti alay etme, güzel. Hepsi de değil öyle kârda pek zordu orada landa yapma işler ama hep onlara biraz onların vaktinde belki de zor. Biz de yukarıdan bakardık da. Ama bu bilgileri hepsini alırlar okullardan. Onun var üreticiler kim onları üretiyor, Söyleyeceğim terbiye Kültür Bakanı yaptılar İslah orada. Biz de şundan başarıcısıyla doğru. Onlara olsun biraz stimul. Tabii kim orada geçti kim işte o quest'a geldiler. Biz resim okuldan kişi sağlayıcı onlara boya vereceğiz prezent bir şeyler hani duysunlar. Тарыcılara. Девчонки, насколько важны такие мероприятия, такие квесты? Насколько вот необходимы они? Вот я уже говорила с Виталием, что они объединили художников, юных художников всей Гагаузии, можно сказать, да? Вот насколько вам это по душе, насколько вам это важно? Давайте я начну. Да? Вообще, такие мероприятия вообще очень важны, потому что после них, ну, и все сближаются, ближе становятся, и после них хочется еще больше работать над картинами своими. Есть тоже большое вдохновение работать дальше. Вот. Можешь что-то? Да. После таких конкурсов поднимается какой-то такой дух, вы больше в себе верите, потому что, ну, знаете, что у вас есть уже заслуги, и такие мероприятия, правда, очень помогают в плане командной работы. То есть если в художке мы больше стараемся настроиться, сконцентрироваться, молча работать, то здесь мы контактируем, и с помощью воображения друг друга мы можем слепить это в одну большую композицию. То есть помогаете друг другу, находясь вместе в одном классе, да? Да. Даш, ну, насколько объединяют эти прекрасные квесты, насколько интересно было знакомиться воочию, да, с девчонками и мальчишками Гагаузии вот на таком одном большом мероприятии? Ну, было очень интересно, и на самом деле этот конкурс очень всех сблизил, и получилось даже узнать каких-либо участников моей команды с другой стороны, как они отвечали, как у них все получалось. Особенно мне понравилось то, что каждый вопрос мы обговаривали все вместе. То есть не каждый сам за себя был, а все вместе. Команда работала сообща, и правда было, чувствовалось какое-то дружное, все было очень хорошо, мне очень все понравилось. И, конечно,
Да, мне понравилось работать даже с другими ребятами, также вот например, с Чедерлунги, то, что они были с другой команды, но мне было интересно тоже смотреть, как они будут отвечать, как у них будет получаться. Было интересно наблюдать за другими тоже. От Камрадской художественной школы было 2 команды. Значит, первая команда «Радуга», вторая команда «Палитра». Они делились по возрасту? Нет. Так уж получилось, что мы в состоянии были собрать 2 команды. Вот. Ну, как бы Количество детей. была возможность, у нас хорошее количество детей. Вот. Я четко не помню, в «Вулкане» что одну команду привели. Да? Две. Две. В «Вулкане» что Каждая тоже. школа по 2 В общем, команды. получается, Да, что каждая школа по 2 команды. Но вот на нашей я акцентирую внимание, четко это одна команда «Радуга», другая «Палитра». Одна команда собрана полностью с учеников Виталия Анатольевича, да? Другая команда собрана с других преподавателей, 2 преподавателя. Вот, Дечев, Сборная такая. да, Григорий Дечев и Андрееш Георгий, 2 преподавателя, которые в общем объединили усилия свои и сделали состав команды. Вот. И опять же, я скажу, глобальная работа, очень сильно работает Елены Ивановны Филевой. То есть она заметно, что она, я ни в коем случае в укор преподавателям других школ по истории искусств, ни в коем случае я не скажу. Я уверен, что они такие же сильные и также переживают компетенции. Вот. Но в данном случае я лично сам увидел, что работа Елены Ивановны просто фундаментальная. Она на самом деле очень старательно и очень фундаментально к этому отнеслась. Вот. Я знаю и преподавателей других школ, они тоже очень хорошие, компетентные люди. Но так получилось, что все-таки мои выиграли. Я вас еще раз поздравляю с этой замечательной победой. Я вижу здесь прекрасная такая статуэточка, да, и дипломом вас наградили, да? Где это будет теперь находиться? В вашем любимом классе? Да, нет, мы поговорили так. Когда да? они принесли его в класс, я сказал, если вы не против, мы должны это повесить. У нас есть стенд большой, то есть все достижения, все успехи, все награды художественной школы специально. Вот у нас это огромный такой большой шкаф, стенд. Вот, я и свои туда отдаю. В общем, я сказал, Дарим. да, давайте мы это у нас там оставим на память. Вот. И, кстати, вот мы на этой дипломе обязательно вот мы договорились, что напишем имена всех участников. И этот же диплом, это же, что, не знаю, статуэтка или что это же и повесим все там, чтобы было видно. Да и вообще это память. И им это запомнится на всю свою жизнь. Да, и я уверена, когда вы будете возвращаться в свою художественную родную школу, и обязательно будете заглядывать в этот кабинет, где ваши достижения вашей любимой родной школы. А если помечтать, о чем мечтают такие прекрасные, замечательные девчонки, красивейшие просто, Виталий, и просто, не знаю, ну, наш край, на самом деле, просто цветущие девчонки, красивые черты, волосы, ну, косы, я всю программу смотрю на эти прекрасные косы. Спасибо. Очень большая редкость сегодня увидеть девочку с косичками. Это имидж, так ходишь всегда? Ну, я стараюсь, Часто. да. Очень красиво, очень, ну, все безумно красивые, просто Ну, преподаватель вас тоже, восхищают. между прочим, я Да, вам скажу. очень красиво. Преподаватель талантлив, безумно талантлив и симпатичен, будем говорить так, да. Ну, помечтаем, да, девчонки, кем хотите стать, насколько важно окончить эту прекрасную школу с этими замечательными педагогами и дальше, куда дальше, к чему стремимся, кем хотим стать? Ну, давайте я. Да, давай. Я бы хотела стать дизайнером. Это самая давняя мечта. Замечательно. Еще, честно, она как будто с детства у меня, так как сначала я думала, буду дизайнером одежды, но потом как-то меня вдохновил дизайнер интерьера. Ну, пока что стоит выбор между дизайнером одежды и интерьера. Прекрасно. Ну, поэтому художественная школа мне тут очень пригодится, я думаю, в этой профессии. Вот, учусь. Обязательно пригодится, да, Мария. Да, у нас с Дашей похоже, я смотрю. Я тоже давно думаю над тем дизайнер интерьера. Также в раздумьях и архитектура, но там свои есть нюансы, да. Их там много тоже. Ну, вообще, в любом деле, много своих нюансов. Но главное не сдаваться, потому что многие, слышу, говорят, я не умею это, я не пойду туда. Но вообще главное дисциплина и регулярность. Вот.
Да, о чем мечтаешь, Маша, Мария? На каждом человеке, в каждом художнике, конечно же, отражается его искусство. И для себя, Безусловно. если честно, вот я хочу либо стать моделью, либо модельером. Мне хотелось бы создавать свои образы, свое вдохновение не только на бумаге, но и на элементах одежды, аксессуаров, чтобы носить это всегда с собой, на себе, показывать свое вдохновение, свои фантазии. И, ну, конечно, хотелось бы быть успешной. Обязательно Я тоже хочу успешные. мечту Да, свою конечно, рассказать. пожалуйста. Я вот думала предоставить слово. Ну, Я конечно же, да. мечтаю дожить до своей пенсии. И также не менее, вот моя мечта еще больше, когда я доживу до своей пенсии, когда меня заменит мой ученик или ученица. Придут и будут делать ту работу, которую делаю я до сих пор и делаю. Я очень сильно мечтаю, что когда я уйду из художки, что на мое место станет кто-то из моих учеников. Очень сильно, это на самом деле моя большая сильная мечта. И я знаю, что тогда вот мое дело, как и дело Дмитрия Ивановича Стена, будет жить долго-долго и правильно, надеюсь. Потому что то, что мы как бы впитываем, или то, что мы даем, всегда хочется, чтобы оно оставалось и дальше жило. Benim duygum böyle. Benim ardıma gelsin geç köle vakit bela olacak. Gideyim oradan. Gelsin hangisini ben ürettim, hangisine verdim bütün kuvveti, canlı benim kuvvetimi. Da gelsin da benim ardıma ileri doğru taşısın çeksin bu iş. Можно добавить? Конечно. Обещаю, что в своих коллекциях я буду добавлять элементы гагаузского традиции. Все, я запомнил, ben yazdım. Бывар, Саида. Я думаю, что куда бы вы ни уходили, Виталий, на пенсию или, я не знаю, за пределы Гагаузии, я думаю, что нет таких планов у вас, и вы, если куда-то уезжаете, обязательно возвращаетесь. Но где бы ни был Виталий Мажул, я уверена, что он всегда будет рад с распростертыми руками встретить своих учеников, всегда дать совет, всегда быть рядом, или по телефону, но всегда дать обязательно какое-то наставление, какой-то штрих, какое-то дополнение в любой жизненной ситуации, так? Да. Так я до сих пор сдаю экзамен со своими бывшими учениками. То в университете дипломную, то еще что-то, что еще. Ну так, а как? Это же роднюшечки. Это все роднюшечки. Наши вообще. Искренне благодарю, девчонки, что сегодняшнее утро вы начали на канале ГРТ. Вы своим позитивом зарядили, уверенно, всех телезрителей. Всем желаю творческих побед. Пусть все ваши желания, мечты исполнятся. Пусть все самое красивое, самое хорошее, доброе, яркое, замечательное отображается на ваших холстах. Радуйте нас, радуйте своих родителей, близких, своих педагогов прекрасных. И будьте всегда первыми, будьте всегда лучшими. Спасибо вам большое и хорошего вам прекрасного утра. Взаимно. Спасибо.